بسم الله الرحمن الرحيم. تخل عشاق تكردال قابل روضوي. سويت أغدالش ريقما فيها شغلها سدوق سموش دوب دوزش. سدوح شيء خاش صاخ شيء كردال تخل بلدان التوا. السلام عليكم غلغي يجرية. نجح بتشح دوت تشخان حتى обязанности мухлицам шин дать есизш. Соблюдать Конституцию, соблюдать права и свободы граждан, повышать качество жизни народа. Так, дадва хашул тахав, со юнусбек зряр, юхмачахмы дариге. В Конституции Ингушетии записано: мирными политическими путями добиться возвращения пригородного района, незаконно отторгнутых ингушских земель. Вместо того, чтобы, если сам он не инициирует этот вопрос, хотя бы людям не запрещать говорить об этом, мог бы Юнусбек, он этого даже не делал. Пригородный район, я согласен очертить нынешние границы состояния дела. Пригородный район в Конституции также записано: сохранять территориальную целостность Ингушской республики. Вместо этого он без согласия народа, скрытно от народа, отдает 10% ингушской земли Чечне. Подписывает это дело. Но это же скрытное, это же преступление явное. Разве можно так поступать с ингушской землей? У ингушской земли всего одна полоска на земле. 100 километров в одну сторону и 30 километров в другую сторону. От оставшейся земли он отдает 10%. Шесть сотых езерствовано. Я вашли хлябиха смог Юнусбек. Нет, я не могу этого делать. Отдает налево и направо сколько угодно земли. Что это отношение к своему народу? Разве можно? Разве глава должен так поступать? Второе. После этого, когда Конституционный суд признал неправомерным вот это соглашение, вместо того, чтобы давление ели, Москве, Путина, хочу давление ели, он мог бы сказать: вы знаете, я сделал все, что мог. Я оказал давление на депутатов Народного собрания. Я сфальсифицировал результаты голосования депутатов. Я не утвердил протокол счетной комиссии. Конституционный суд Ингушетии решил неправомерным мое решение. Владимир Владимирович, я дальше не могу. Для этого у него был яркий пример, как отнесся в свое время Идрис Зязиков, когда Сталин ему сказал: дай согласие на передачу Владикавказа и Алштуя. Сталин, я не могу на это согласиться, меня народ не поймет, я не могу этого сделать. А его бы не посадили бы, Юнусбек, хочу Лолы Квасер, в крайнем случае, Цуган отдастся к собой. А что, Голгаш, лел бы еще из морды. Мирный митинг Ёлчхан, которые требовали Бухую Гулок Хадатвана, на пригородный район, вернуть эти земли, что Чечне ты отдал. Потом, значит, дайте нам право выбирать, проводить свободные выборы, Ялч. Абсолютно, оружие,
خرجوا بواسش تحق هم بواسش وش силовые уж делают хачи насилуют. Единственное, они оборонялись от силовых структур, от твоих, кого ты туда заслал. Сейчас, значит, идет утверждение о том, что Ахмад Барахоев применил силу к силовым структурам. Абсурд будет. Ахмад не может эту силу применять. А миротворческую миссию проводить лишь, оберегать лишь. Молодежь, Бог был сатухая, жлин сет газдею, чудилова, жухра, цогах полнейший. Там жить. Сюда хачбиха, там силовики, военные ужалы, БТРы. Это как на Сталинград ты нагнал на Ингушетию всю силу России. Для угнетения, для устрашения. Галатыру, батру, между смертью и честью всегда честь выбирали. И умирали честно. А ты обесчестил себя, обесчестил свое окружение. Зерлик хай камары леди, обесчестил дата. Хлея, хай камары леди, Ица, сумехкар, давай хоть бога. Галажмен, по-хорошему. Бог Аллах и делал, и мог быть тходит, елятит. Хребена что бар, даву узнали. Ай по-плохому мяндил, поштихит мяндил. Ай то дети из Элчи, из дороги Элчи. Я дорогу вез. Ты уже превзошел черноглазым. Ты уже подступил к тем действиям, которые совершал Лаврентий Берия. Там жил Сагмугина. Быть голлай мог быть. То да, амелдер голлаш. Амелдер зеху то да вообще голлай наш лил Бог. Да вообще Богу хаял голлай. Да новосту голлай. Богу я лей, дядки, долгий Богу голлай. Не пройдет. Нынешнее поколение молодежи показало, что в них течет кровь наших предков. Они смелые, они голыми руками отразили вот эти штурмы, которые про них совершали. Я думаю, над нашей ингушской земле всегда будет витать дух свободы, дух мужества. Это не преломить, это присуще ингушскому народу. Назло всем врагам. В связи с этим обращение у нас. Обращение ингушского народа города Нур-Султан в связи с общественно-политической ситуацией Республики Ингушетия. Мы не можем спокойно, созерцая вопиющее беззаконие, творящееся на нашей этнической родине, при поддержке руководства Федерального центра России, молчать, не высказать свое отношение к этому беспределу. В Российской Федерации стала традицией деления народностей на любимые и нелюбимые. Последним без каких-либо на то оснований отнесен почему-то ингушский народ, против которого периодически проводятся акции геноцида. Пока ингуши, разбросаны по всему миру, находятся в ожидании возвращения пригородного района, совершается очередная вопиющая акция по соглашению глав Ингушетии и Чечни, скрытная от народа. Передается от оставшейся малой земли Ингушетии 10% Чечне. Акция оформляется, нарушая все существующие юридические положения, давлением на депутатов Народного собрания Ингушетии, фальсифицируя результаты голосования, не утверждая протокол счетной комиссии. У нас вызывает законное возмущение, почему властями Российской Федерации в очередной раз предаются интересы ингушского народа. Руководство Российской Федерации не препятствует очередной антинародной акции, которую пытается совершить глава Ингушетии, внеся так называемый закон об референдуме на утверждение Народного собрания, который представляет при условии его принятия ему право изменять, перекраивать границы, передавать другим субъектам территорию республики. По сообщениям, которые до нас доходят, в Ингушетии неограниченная коррупция до малоимущих многодетных семей. Инвалиду доходит лишь малая толика от предусмотренных для них выживания пособий. Умудряется даже ущемлять учащихся в средствах
предусмотренных на школьную форму, учебники, питания. Путем искажения статистической отчетности создается видимость занятости населения, продолжаются необоснованные аресты, пытки, убийства, хищение людей, преследование за справедливые высказывания, нарушаются конституционные права и свободы граждан. На попытке представителей народа пойти на диалог, просьбу объяснить свои антинародные действия, нынешний ставленник Кремля допускает непозволительное оскорбление в адрес старейшин, нарушая тысячелетиями соблюдавшиеся всеми поколениями ингушского народа этнические нормы, сетует на отсутствие силы исполнить свое сокровенное желание расстрелять десяток тысяч ингушей, остальных превратить в рабов, забыв, что Ингушетия не гарнизон, ингуши не солдаты. В настоящее время, став в оппозицию ингушскому народу, глава республики инициировал очередную акцию посадить в тюрьмы, осудить как можно больше количество ингушей лишь за то, что участники мирного протеста высказались за реализацию закона о реабилитации репрессированному народу, за аннулирование незаконно принятого соглашения о передаче истинной ингушской земли в Чечне, против коррупции, разного рода махинаций, нарушение прав и свобод отдельных граждан и целого народа, за свободные демократические выборы главы, депутатов всех уровней. Уже применяются репрессивные меры республики. В Ингушетию для устрашения населения стянуто огромное количество воинских частей, военной техники, проводятся обыски. Обращаемся к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу с просьбой принять срочные меры по прекращению очередной акции ущемления законных прав ингушского народа на свои исконные земли, проведение мирных митингов, свободу слова, свободных демократических выборов, незаконных репрессий, коррупции, обнищания народа. Просим вас, гарантия конституционных прав народу России, в том числе ингушского, для решения указанных нами проблем, облегчения участи ингушского народа, вывода его из бедственно ушемленного состояния, направить специальную комиссию. Обращаемся к видным представителям нашего народа, первому президенту Ингушетии Руслану Аушу, экс-президенту Мурату Зязикову, уважаемому Михаилу Гуцариеву, Ахмеду Паланкоеву, Алехану Хасиеву, Белану Хамчиеву и другим в это экстремальное для Ингушетии время поддержать справедливые требования ее народа. Обращаемся к представителям либеральной демократии, правозащитникам, представителям средств массовой информации, блогерам с просьбой активно включиться в решение справедливых требований ингушского народа, прекращение против него репрессий и правдивого освещения общественно-политической ситуации. Призываем все общественные формирования муфтият, имамов, алимов, ингушской диаспоры, несмотря на разные видения сложившейся ситуации, укреплять согласие во имя возвращения незаконно отторгнутых ингушских земель, прекращение репрессий и гонений на граждан, право свободных всенародных выборов. За нового служил, говорит.